Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Винокуров Гаврил, ученик 10 класса БО Миконский СОЖ имени Николая Осиповича Кривошапкина, руководитель Кондакова Ирина Федоровна. Моя тема – изучение и сравнительный анализ теплотехнических характеристик якутского балагана и современных строений в условиях полюса холода. Актуальность. По климатическим условиям Якутия является самым холодным регионом планеты, который освоили люди со времен палеолита. Освоение и социальная адаптация жизни в самом холодном регионе планеты Земля в средние века явление уникальное. Исследуя жилье народов Саха-Балаган, дворовые строения и берестяную росу, приходит мнение, что в те далекие времена в так называемый Малый ледниковый период устройство жизни у якутов в полной мере соответствовало климату, местностям и потребностям жильцов. Не только в прошлом, но и в годы Второй мировой войны множество жизней спас якутский балаган. Якутский балаган и летняя берестяная роса, созданные нашими предками, как нельзя соответствовали местным условиям. С учетом вышеизложенного и представляется актуальность выбора темы исследования. Цели работы. Изучаемые на изучение и сравнительный анализ теплотехнических характеристик якутского балагана и современных строений в условиях полюса холода. Исходя из данной цели поставлены следующие задачи. Изучить теоретический материал по данной теме, провести расчет и сравнить теплотехнические характеристики якутского балагана с современными строениями в условиях полюса холода. Проанализировать полученные результаты. Объект исследования. Якутский балаган и современные строения полюса холода. Изучаемые нами показатели теплотехнической характеристики изучаемых объектов. КПД печей, наружная температура, теплопотери, сопротивление, удельный расход тепла и так далее. Новизна. Впервые проводится исследование в условиях полюса холода. Практическое значение. Исследование теплотехнических характеристик якутского балагана имеет большое значение, так как эти данные могут быть использованы для воссоздания уникальных архитектурных сооружений, необходимых для понимания социальной философии народов Саха. Методологической основой исследования служат теоретические и практические исследования ученых Якутии Наговицына Виктора Петровича, Соломонова, Савинова и Степанова Анатолия Викторовича. Для решения задач данного исследования использовались следующие методы исследования. Анализ научных работ по теме исследования, методы расчетов теплотехнических характеристик строений, сравнения и обобщения. Задачи исследования. Их решение и логическая последовательность определили структуры и содержание исследовательской работы, введение, две головы, заключение, список используемой литературы, приложение. Вот, рисунок первый. Вы у нас видите здесь архитектурный вид якутского балагана и других дворовых строений. И расположение строений дворовых площадей со строгом соответствии со сторонами света. Балаган, хотон, амбар и так далее. Старинное четырехугольное жилище якутов балаган возводится довольно быстро из наклонных жердей или тонких бревен, опирающихся на столбовую каркасную основу. Посередине балагана устанавливали самые крепкие столбы. Двери непременно вращены на восток. Западная сторона считалась вместилищем злых духов, откуда шли болезни, холода и другие напасти. Бревна стен ставятся наклонно, образуя ощущенную пирамиду, затем делают окна, тюнюк и двери. В южной стене бывают 2-3 окна, в западной окно. Окна были маленькими и прикрывались натянутыми бычьими пузырем или кусками льда. Это у нас архитектурный вид якутского печа камелек. Для расчета КПД печи в первую очередь рассчитаем теплотехнические характеристики балагана на основе общепринятых технических стандартов. Рассчитаем теплопотери балагана. Наружную температуру возьмем в равной средней температуре января в полюсе Микон, Саха, Якутии, минус 60 градусов. Внутреннюю среднюю температуру дома оценим в плюс 13 градусов. Размер балагана 6 на 6 метров. Я рассчитал толщину, коэффициент теплопроводности, термическое сопротивление, общее сопротивление, температура наружная, температура внутренняя, удельный расход тепла, площадь, количество теплопотери за сутки. Количество тепла, выработанное в течение суток при сгорании 2 кубических метров. КПД печи 3,34%. Таким же
Таким же образом рассчитаем теплопотери дома моих бабушек и дедушек. Наружную температуру возьмем минус 60 градусов, внутреннюю 13 градусов. У них коэффициент полезного действия печи 20,77%. Таким же образом я рассчитал дом моих родителей. У них коэффициент полезного действия печи 2,15%. Заключение. При этом необходимо особо отметить, что многослойная конструкция якутского балагана отвечала всем современным требованиям по теплоустойчивости ограждающих конструкций, то есть тепловые колебания внешней среды эффективно погашались. Мы рассчитали КПД камелька якутского балагана, он имеет КПД 3,4%. Для сравнительной характеристики КПД якутского камелька с печами современных строений моего поселка я взял дом с кирпичной печью бабушки и дедушки и современной печью моих родителей. Печь моих стариков в январе имеет КПД 2,7%. Печь моих родителей в январе имеет КПД 2,19%. Таким образом, теплотехнические параметры якутского балагана были лучше современных зданий. А много дров сжигали в камельке из-за того, что тепловая энергия в буквальном смысле вылетала в трубу. Литература. И спасибо за внимание.